Добрый день. В эфире новости спорта в студии Сарглана Захарова. Всероссийская федерация легкой атлетики 30 июля отправила в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций письмо с просьбой ускорить рассмотрение заявок российских легкоатлетов на нейтральный статус для участия в чемпионате мира в Катаре, передает ТАСС. Об этом сообщил агентству президент организации Дмитрий Шляхтин. Стоит отметить, что на сегодняшний день получили допуск всего 20 из 52 спортсменов, которые выполнили норматив для участия в чемпионате. Очень надеемся на позитивную обратную связь от Международной ассоциации. Параллельно продолжаем работу по восстановлению членства в ФЛА Международной Федерации. В настоящий момент ведутся переговоры о моей встрече с рабочей группой ассоциации. Понятно, что мы ждем решения по пробам московской лаборатории, но встреча с рабочей группой для обсуждения текущей работы в ФЛА по изменению антидопинговой культуры в российской легкой атлетике, на мой взгляд, нам необходимо, подчеркнул Шляхтин. Срок подачи заявок на участие в чемпионате мира истекает 16 сентября. Чемпионат мира пройдет в Дохе с 27 сентября по 6 октября. В заключительном матче 4-го тура российской премьер-лиги в Грозном Ахмат принимал Оренбург. Встреча завершилась победой хозяев поля 2-1. Счет был открыт лишь в начале второго тайма. Автором первого гола стал Евгений Харин. На 64-й минуте эффектным ударом через себя Джорджо Диспотович сравнял счет. Затем Александр Довбня ошибся на выходе из ворот, чем и воспользовался Адиса Роши. В результате окончательный счет 2-1 и победа Ахмата. Кроме того, автор победного гола Адиса Роши был признан лучшим игроком матча. В другом матче Сочи и Уфа не смогли порадовать своих болельщиков забитыми мячами. Матч 4-го тура завершился в ничью 0-0. Сочинская команда завоевала первое очко в текущем сезоне РПЛ и покинула последнее место в турнирной таблице. Лучшим игроком матча был признан защитник Сочи Иван Миладинович. Тем временем «Спартак» узнал возможного соперника в плей-офф Лиги Европы. Им станет победитель матча между Бронбю и Брага. Накануне состоялась жеребьевка в Ньоне. Встретится российский клуб в матче плей-офф, если обыграет в третьем квалификационном раунде Туну. Матчи пройдут 8 и 15 августа. Спортсмены из Якутии стали призерами спартакиады учащихся России по пулевой стрельбе. Соревнования проходили с 26 по 31 июля в столице Татарстана. В спортивном центре «Динамо», который расположен в казанском поселке Мирный, в меткости состязались 192 стрелка из 32 регионов России, сообщает «Спорт Якутии». Бронзовых медалей турнира удостоились 2 спортсмена из республики: воспитанник катанахского филиала Чурапчинской ДЮСШ Уюсхан Захаров и спортсменка из Кресс-Хаджайской ДЮСШ Тампонского Улуса Алена Гурьева стали призерами в парном разряде дисциплины ВП 40+40. Всего на стрелковый рубеж вышли 25 пар стрелков. Также в личном зачете в дисциплине ВП 60 Уюсхан Захаров показал хорошую подготовку и занял 5-е место из 40 участников. В квалификационном круге он набрал 615,5 очков и подтвердил звание мастера спорта России. Любители активного отдыха проверили свои силы в рамках республиканского фестиваля экстремального туризма «Еланка». Мероприятие прошло на скальном полигоне одноименного села в Хангаласском районе. О том, какие испытания ждали экстремалов, расскажет Власий Сергеев. Фестиваль «Еланка» ежегодно собирает в Хангаласском Улусе десятки искателей адреналина и острых ощущений со всей республики. Участниками 5-го по счету праздника экстремального туризма стало более 200 человек. Самая главная задача – это развитие скалолазания. Вот недавно, 5 лет назад, мы не понимали, что она станет олимпийским видом спорта. Сейчас, в 2020 году, она уже объявлена олимпийским видом спорта. Уже спортсмены готовятся. Почему бы и у нас этот красивый, зрелищный вид спорта не развить? В числе почетных гостей фестиваля Тео Рафаэль, скалолаз из Франции. В рамках визита в Якутию Тео поможет якутским коллегам в подготовке новых трасс. Я прилетел в Якутск сегодня в 4 утра и сразу поехал на фестиваль. Тут потрясающая атмосфера, много людей. Всем очень нравится это мероприятие. Соревновательная программа фестиваля состояла из 8 дисциплин. В рамках командного первенства участники состязались в пулевой стрельбе, фриролпе, забеге на 1 километр и стрельбе из лука. В личном зачете выявление сильнейших прошло в скалолазании, гребле на байдарках, а также в сапсерфинге, который был представлен в программе фестиваля впервые.
В республике сапсерфинг только в этом году мы начали развивать и планируем, конечно, расширяться и больше аудитории охватить, да, и как это лето показало, что люди интересуются, есть интересующиеся ребята. По итогам прохождения всех испытаний в общем зачете победу одержала команда Фудзияма. На втором месте соревнования завершили представители коллектива Макалу. Тройку лидеров замкнула команда Олимп. Власий Сергеев, Александр Маркин, Михаил Андросов, Хангаласский Улус. Это были новости спорта. Всего доброго.